Привет всем! Сегодня мы пройдем окончание гандыктан и еще одно окончание ган üçün. Здесь получается смысл почти одинаковый, поэтому мы их объединим и пройдем вместе. Гандыктан так как или из-за того что. Окончание получается гандыктан, гондуктан, гендиктен, гөндүктен, гандыктан, кондуктан, кендиктен, күндүктен. В соответствии с законом сингармонизма. Да? Дүкен дайма ачык болгондуктан азык-түлүк сатып алса болот. Из-за того, что магазин всегда открыт, можно купить продукты. Или так как магазин всегда открыт, можно купить продукты. Дословно, дүкен – магазин, дайма – всегда, ачык – открытый, бол – это быть, являться, азык-түлүк – продукты, сатып алса болот. Алса болот – это можно купить. Сатып ал – покупать. Сат – продавать. Сатып алу – это покупать. Сатып алса болот – можно купить. Анын үй бүлөсү жок болгондуктан жалгыз жашачу. Анын, его или ее, үй бүлөсү – семья, жок – нет, бол – быть, являться, жалгыз – один, жашачу – когда-то жил. То есть из-за того, что у него не было семьи, он жил один, или так как у него не было семьи, он жил один. Вот это окончание гандыктан можно перевести на русский и так, и так. Алар кошуна жашагандыктан, кошуна болуп, наверное, да, кошуна болуп, жашагандыктан бош убактыларын чогуу өткөрүшөт. Гандыктан алар, они, кошуна, соседи, болуп, быть, являться, жаша, жить, бош, свободный, убакыт, это время, да, чогуу, вместе, өткөрүшөт, проводят. Из-за того, что они живут по соседству, проводят свободное время вместе. Или так как они живут по соседству, проводят свободное время вместе. Тяньшань өтө бийик жана кооз болгондуктан кыргыздар аны эзелтеден Теңиртоо деп аташкан. Тяньшань – название горы, өтө – очень, бийик – высокий, жана и кооз – красивый, болгондуктан – так как, да? Так как он является очень высоким и красивым, кыргыздар – кыргызы, аны – его, эзелтеден – это издревно, Теңиртоо деп аташкан. Деп аташкан называли. Теңиртоо, если вы знаете, в Кыргызстане раньше было тенгрианство, поклонялись богу солнца Тениру. То есть Тенир – это, грубо говоря, бог. И из-за того, что Тяньшань был очень высоким и красивым, его сравнивали с божественной горой, да? Или бог горы, или божественная гора, или гора-бог. То есть для кыргызов это считалось очень божественной горой. Из-за того, что Тяньшань очень высокая и красивая гора, кыргызы его издревле назвали Теңиртоо. Дальше ган üçün. Üçün, как вы знаете, это для, да? Для чего-то. Вопрос к нему, эмне üçün. Почему? И ответ его, потому что, из-за того, что. Ган мы добавляем к глаголам, да? И üçün, вообще переводится как для, но в этом контексте мы переводим как из-за того, что. Почему ты не пришел вчера в школу? Сен эмне üçün мектепке, кече мектепке келген жоксуң. Почему эмне üçün ты, сен, не пришел, келген жоксуң, вчера, кече, в школу, мектепке. И ответ будет из-за того, что я заболел, я не пришел в школу. То есть, видите, вопрос эмне üçün, ответ, например, оруган üçün, келген üçün, барган üçün, алган üçün, чыккан üçün.
То есть к глаголу мы добавляем окончание ган. Дальше üçün это будет из-за того, что. Из-за того, что я заболел, не пришел в школу. Мен оруп қалған üçün мектепке келген жоқмын. Здесь окончание қал. Оруп қал. Заболеть. Ган. Üçün, да? Из-за того, что я заболел, я не пришел в школу. По вашим просьбам мы пройдем разговорник в магазине и на базаре на следующий выпуск и разберем разные выражения, и я попробую объяснить, как они образовываются. Если у вас есть какие-нибудь выражения, которые вы хотите знать или которые нужно добавить, пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий разбор.